Салям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і у всіх інших регіонах України і за кордоном. Ми обговорюємо події нашої війни і події, які з нею пов'язані, абсолютно з різними людьми, як всередині України, так і за кордоном. І, на жаль, не дуже часто ми запрошуємо в гості людей з таких наших дружніх країн, як Польща. Сьогодні я виправляю цю помилку. Ні, дійсно бували в нас і бувають польські представники Польщі, журналісти, політики, але не так часто, як би мені особисто хотілося. Сьогодні я дуже вдячний, що знайшов час з нами поспілкуватися. Відомий польський журналіст, людина, яка багато років працювала і працює в відомому загальносвітовому виданні «Політіко». І взагалі людина, яка не просто цікавиться Україною, а розуміється на всьому, що у нас тут відбувається, і так само розуміється на всіх процесах у Польщі, де він живе і працює. Це пан Михайло Бронятовський. Пане Михайло, вітаю вас. Здравствуйте. Я перейду на трофейну мову, бо так простіше. Я називаю російську трофейною мовою. Ось. Так то простіше буде, пане Михайло. І я надіюся, що нашу розмову подивиться і побачить в різних країнах світу, бо стосунки Польщі і України, підтримка з боку Польщі і України – це надважливе для всіх, не лише для наших двох країн. Господин Михаил, я хочу спросить вас о самом главном, что сейчас, меня лично беспокоит, и я думаю, очень многих в Украине и в Польше. Это, для нас, для людей, которые погружены полностью в войну и в основном занимаемся тем, что помогаем армии, что-то рассказываем о войне и так далее. Была очень удивительная и неприятная неожиданность. Это дипломатический скандал между Польшей и Украиной, который вдруг вспыхнул буквально на днях. И очень неприятные были комментарии, и вообще, в принципе, неприятно это слышать в публичном пространстве. Я хочу, чтобы... У меня нет на этот счет никакого мнения своего, потому что я, если честно, как и многие, просто растерян, когда я такие вещи вижу, да. Вот, я хочу, чтобы вы, как польский журналист, рассказали нам, как это видится из Польши, что произошло. А дальше я буду уже дополнительные вопросы ставить, как нам из этого выбираться, чтобы больше такого не повторялось, это нам страшно вредит. Да, но я тоже расстрелялся этим. Я думаю, что это вот такое, как в нормальной семье бывают моменты, когда кто-то бросит глупое слово, и потом идет дурная разборка. Я думаю, что это уже за нами. Кроме того, говорил об этом сам президент и говорил об этом ваш шеф Рады безпеки, который использовал слово «спасибо». А все началось от того, что шеф международных отношений в бюро польского президента сказал, что могли бы украинцы от времени до времени сказать спасибо. Он так, мягко сказать, это не дипломатически вообще. Можно так говорить с друзьями, выпивая пиво, но это же отношения между двумя огромными странами, причем Украина подвергается войне, и я думаю, что для Украины, конечно, это важно, иметь хорошие отношения типа savoir-vivre, но, с другой стороны, я думаю, что у Украины есть другие задачи и проблемы, чтобы еще заниматься такими мелочами. Надеюсь, что это все, я, как уже сказал, за нами. Но это, конечно, за нами и вообще не должно мешать в будущем отношений между Украиной и Польшей. Но, с другой стороны, я думаю, что украинская власть, все члены окружения президента, они трезво смотрят на
то, что происходит в Польше, на польскую политику. И эта политика, как вы хорошо помните, не всегда была очень проукраинская. Ну, во-первых, начать надо с того, что президент Дуда не приехал на инаугурацию президента Зеленского, потом главный человек в Польше Ярослав Качинский, шеф партии «Право и справедливость», говорил, что вы, украинцы, с этим Бандерой не войдете в Евросоюз, но просто мне тошнит, когда я слышу такие заявления, но надеюсь, что я не один, кого-то это тошнит. Но у украинских элит, у украинских властей, я думаю, есть четкие понимания о том, что да, сейчас Польша очень хороший друг, но когда придется, например, бороться вместе за входом Украины в Евросоюз, тогда Польша уже начнет смотреть за своими интересами, если у власти останется право и справедливость. Мы видели, что это возможно несколько недель тому назад, когда интересы внутренней политики Польши довели до того, что Польша заблокировала, а после Польши тоже и другие страны, которые являются соседами Украины. Я говорю о блокировке украинского зерна и других сельских продуктов. Это показывает, что нас ждет, если ПиС будет право и справедливость, значит, будет еще у власти через несколько лет. Надо учитывать, что всегда у них главный но главное направление их политики – это их избиратели. И если что-то в чем-то надо как-то надо этим подбросить что-нибудь этим избирателям, чтобы они не волновались, то никакой международные отношения в таком случае не имеют значения. И мы это увидели. Польские фермеры начали протесты после того, как обнаружилось, что несколько миллионов тонн зерна украинского приехало в Польшу, и они начали протестовать, и сразу же зареагировало правительство, закрывая границу. Кстати, это было, ну, сломали права Евросоюза, но неважно, что там наделали. Дело в том, что я боюсь, я знаю тоже, что украинская власть четко представляет себе, кто такой сейчас в Польше у власти, что им доверять о будущем Украины по главному вступлению в Евросоюз. Не знаю, как НАТО, но интересы польской власти в этот период, через несколько лет, будут иметь огромное значение в поддержке или отсутствии поддержки для Украины до вступления в Евросоюз. Пан Михаил, но все-таки я понимаю, о чем вы говорите, но мы живем не в будущем, а вот прямо сейчас, и прямо сейчас война. И я, конечно, вы меня поймете, я не буду никак оценивать внутриполитические ситуацию в Польше. Это я на это не имею никакого права, и на это есть огромная польская журналистика и польское гражданское общество. Нам-то интересно то, чтобы мы не поссорились на уровне обществ, на уровне там, политиков, президентов и так далее, ну, потому что я даже не буду, вы лучше, наверное, меня знаете, сколько раз конфликты между поляками и украинцами
были на пользу России. Вот И это тот случай. да, вот как, скажите, пожалуйста, как нам этого избежать? Что нам нужно делать и украинцам, и полякам, и обществу, и политикам для того, чтобы как бы жить сегодняшним днем? Нам сейчас нужно вместе побеждать, потому что если Украины не будет, Польша следующая, без всяких вариантов, тут все понятно. И нам Путин это объясняет просто прямо в глаза, да? И как вы думаете, удастся выйти из этого вот нынешнего конфликта вообще без последствий, чтобы президенты там пожали руки друг другу и чтобы это все прекратилось в публичном поле? Хотя, конечно, могут быть проблемы, там где-то их обсуждать надо, да, но не так, не в таком тоне и так далее. И вы точно считаете, что наши власти в этом смысле ничего плохого не сделали, а вся вина лежит только на польских властях? Или надо было и тем, ну, как-то быть немного сдержаннее? Я думаю, что после того, когда польский чиновник сделал какую-то большую ошибку, не надо было позывать польского посла, можно было это дипломатическими каналами уточнить, в чем дело, договориться. Так что, но я думаю, что нервы по одной и другой стороне по разным причинам очень напряжены. И точно так, ну, я думаю, что не надо было с этим выходить в эфир, скажем. Потом украинский посол был позван в польское министерство иностранных дел. Не надо этого, это не нужно. Я думаю, что главный интерес Польши, он с одной стороны политический, в том, чтобы иметь огромного друга за своей восточной границей, тоже милитарный интерес и тоже моральный интерес. Поляки доказали того, что они, я очень горжусь этим, что год тому назад с лишним сюда приняли миллионы украинских беженцев, и никто не, ну, почти никто не был против, и четко мои поляки вели себя правильно, правительство тоже хорошо повелось и с помощью для беженцев, и с помощью, военной помощью для Украины. Я думаю, что ну, как минимум до конца войны не должно быть никаких больших проблемах в отношениях между Украиной и Польшей, потому что это вообще не в интересах ни одной, ни другой стороны. А как вы думаете, пан Михаил, а как журналистам Украины и Польши об этом нужно говорить, чтобы... Потому что всегда есть соблазн, наверное, сказать, вот смотрите, украинцы неблагодарные, вот смотрите, полякам только есть дело до себя, и вот начать такое скандальное освещение вот этого всего. На ваш взгляд, правильно? Я думаю, что да, надо откомментировать то, что случилось, но быстро об этом забыть. Это инцидент, который давайте забудем, бросим за себя и все. С надеждой, что уже не повторится. Журналистам надо описывать, надо говорить правду, это точно. И если есть претензии к одной стороне, надо их объявить и тоже к другой стороне. Я думаю, что украинцы не имеют терпения, потому что у них другие вещи на голове сейчас у вас. И ну, надо от времени до времени подумать до того, когда начнешь делать такие наглые движения,
лучше взять трубку и позвонить послу Польши и сказать, ты чего? И все бы разошлось без этих официальных дурацтв. Ну, не хочу входить в внутреннюю политику Польши. Проблема тут, что эти чиновники, они не очень, ну, немного лет работают в дипломатии, так скажем, мягко. Так что все это будет бывать. Причем это не проблема только Польши, тоже проблема Великобритании, где министр обороны, у которого он очень хорошую работу сделал для помощи Украине, тоже такие глупости выговаривал. Ну, бывает, но человек язык работает быстрее, чем мозги. И да, журналисты должны об этом всем писать, а потом написать о том, как это все кончилось и какие есть перспективы на будущее. Ну вот знаете, ну, Михаил, и вы могли, наверное, найти телефон посла и позвонить, и я мог найти телефон посла и позвонить. Почему не сделали это послы, дипломаты и политики? Очень трудно понять на самом деле. Ну, да, да, но я не буду входить весь в психологию. Ну, да, ну, не знаем. Ну а как вы думаете, Михаил, ну, президент Польши, он же, мне кажется, искренне поддерживает Украину. Он послание отзывал, когда были самые страшные дни. И он действительно больше всех был в Киеве и так далее. Может быть, как-то стоит им совместное заявление какое-то сделать или как, ну не знаю, вот что, на ваш взгляд, может совсем поставить точку на этом и отправить это все в прошлое? Если они успеют договориться о том, чтобы сделать какие-то совместные заявления, очень хорошо. Но если не сделают, тоже хорошо, хотя было бы лучше, чтобы сделали. Но мне кажется, что это сообщение вашего шефа Рады Беспеки, не помню его фамилию, извините, Данилов. да, Данилов. Он очень хорошую статью поставил пост в Твиттере. Я думаю, что это хватит, что это должно окончить весь разговор об этом, оставить его. Это был ну, просто несчастный инцидент. Я хочу с вами, знаете, о чем, может быть, неожиданно сейчас, но чуть-чуть про историю поговорить, потому что я вот сколько думаю над этим, столько не перестаю приходить к одному и тому же выводу. Вот были государства когда-то, там, ну, сколько-то сотен лет назад, Московия, значит, Литва, Польша, Украина в разных вариантах государственности, да, и Крым тоже, вот. И вот когда эти государства, они в принципе были все вместе, не слабее Московии никогда, да, и даже в отдельные моменты и по отдельности были не слабее Московии. И как же так получилось, что в итоге они такие огромные, они такие кровожадные, сильные, значит, единые, да, а мы, цивилизованные европейские народы, соседи, у которых, ну, все общее, там, вся история общая, все. Хорошее, плохое, я даже не говорил, все общее, вообще все, да. Как этим людям удалось, значит, таким образом сделать, чтобы каждую из этих стран по очереди в разное время уничтожить. И вот мы имеем то, что имеем. Вот ваше мнение как человека, который, наверное, это анализировал. Я окончательного вывода не могу сделать, и мне все время нужно чьи-то мнение собирать по этому поводу, потому что, ну, мы считаем там типа россиян не очень умными такими, да, очень грубыми, очень такими недалекими, не европейцами, но вышло так, что они нас обманули, каждого по отдельности и всех вместе. Это всегда проблема интеллигентов, когда они сталкиваются с хамом. Просто на словах ты его не остановишь. Да? Его не остановить словами или когда ты приятный. У него он использует не знаю, наглая сила, Грубая сила, да. грубой силой
и тоже врет. Говорит одно, делает другое. И это исторические факты уже с давних лет. Но когда Петр Великий построил огромное государство, то тогда потом оно развивалось до Екатерины Великой, и оно всегда было наставлено на то, чтобы империалистически разъезжать соседов. Успели к концу XVIII века разъехать тоже Польшу вместе с другими странами. Но я думаю, что исторически это кончилось тем, что Польша вернулась к своей государственности через много лет, там, еще 70 лет. Украина вернулась 80 лет. Не, 70, хорошо. Украина вернулась к своей государственности. Так что России, я думаю, очень сложно согласиться с тем, что они потеряли то, что делало их страну очень большой и влияющей. И это не наша проблема, что они с этим согласны. Но смотрите, что Путин делал через последних уже четверть века. Он строил империю для того, чтобы атакировать наши страны. Ну, вам не повезло, вы ближе Москвы. Как вы сказали уже, если бы погибла Украина, следующей страной точно была бы Польша. Путин строил эту силу, эту наглость и эту идеологию последних больше, чем 20 лет, и ему удалось обмануть Запад о том, что он не делает ничего плохого, хотя он говорил это уже много-много лет назад о том, чего они хотят русские, их ревизионизм и так далее, и так далее. Запад не хотел слушать. Это называется по-английски wishful thinking, мышление хотелось бы, вот, всегда хотелось бы, но и хотелось бы думать, что он честный человек, который, да, агрессивный на словах, но четко не говорит одно, но сделать этого не сделает. Оказалось, что он готовился к тому, что сделал, и просто, как я уже сказал, это как интеллигент с хамом говорит, верить в его слова, а потом бенц, и оказывается, что мы в темном месте, скажем. Так что то, что Россия так ведет себя, но они к этому готовились сотни лет. Но надеюсь, что с их проигрышем этой войны этот русский империализм кончится. Или эта федерация распадется, или не распадется, но уже империя русская упала, и жалко, что страшно, что тысячи украинцев погибло для той цели, но я думаю, что в конце концов ваша кровь поможет тому, чтобы уже этот странный зверь на вашем востоке и за вашими границами перестал быть таким зверем.
Я думаю, что, пан Михаил, наконец-то, в общем, почти все поняли, что такое Россия современная. И то, что мы, ну, мы, я говорю, в Украине тоже многие, и на Западе многие не верили. Вот он такой говорит, что там границ нет у России, а все такие, да, ничего он не сделает. Ну, подумаешь, там, это ему нужно говорить для внутреннего потребления и так далее, да. Хотя, в принципе, вот вы упомянули и Петра Первого, и Екатерину Вторую. Кстати, то, что их до сих пор называют великими, это же они тоже навязали на самом деле всем эти понятия, да? Вот, от них тоже нужно, наверное, уходить, потому что величие их в том, что они не стеснялись обманывать, потому что они и Крым захватили, и Польшу, Согласен. да, и Украину большой ложью. На самом деле, великая ложь. Вот что их объединяет всех. Но почему-то, вот 100 раз меня обманули в этом магазине, но я иду опять покупать туда, может быть, не обманут на 101 раз, да? И вот я хочу задать вам вопрос как польскому интеллектуалу. Я об этом беседовал, правда, давно, очень немного, и еще до оккупации Крыма, значит, с одним известным польским журналистом и редактором. Да, в общем, у вас много таких было людей, которые говорили, что да, Россия это зло, но Адама Михника я имею в виду. И у меня много журналистов польских, друзей давних, да, и Вацак Радзивинович, там, мы у него вот общались, знакомые, еще были в Москве тогда, да, когда я там жил. И я много читал статей подобного рода, что да, Россия очень плохая страна и очень такая, значит, агрессивная, но русский народ, он все равно хороший, и мы все равно его любим. И тот же самый Адам Михник говорил, что русская культура, она очень важна и так далее. Вот знаете, что-то у нас в последнее время такое ощущение, что эта русская культура вся взята на вооружение, вся полностью оккупантами, и что как-то никакой русской культуры мы уже вот тут не хотим, потому что вся их культура это уничтожение других культур полностью, да? Вот как вы относитесь к такому, как бы, что изменилось ли что-либо в отношении просто к россиянам как к социуму, который сам по себе, в принципе, ну, Путин, он не появился с неба, он не спустился с космического корабля, да, он не в пробирке вырос, его как бы создало общество все равно, да. Может быть, я очень сложно как-то формулирую, но вот, Это не сложно, это все да. правильно. Я думаю, что у многих людей, таких как я, э, который очень уважал русских. Моя мама, она была переводчицей с русской литературы, она переводила Солженицына и других. И у меня очень часто бывали дома русские писатели, бывал Окуджава, так что этот сентимент для российской культуры был очень глубок. Я потом работал несколько лет тоже в Москве, встречался с многими прекрасными людьми, но потом пришел 2014 год. Я был тогда в Киеве, но в момент самого конца, когда стреляли снайперы, то меня уже в Киеве не было. Но когда я увидел, как убивают людей, кстати, но живая трансляция смерти людей там недалеко президентской ну, На Институтской улице. на улице, не мог вспомнить, на улице Институтской, когда я подумал, что это да, это русские стреляют, убивают так людей без никаких ну, других мыслей. И когда очень много моих коллег, с которыми я общался или говорил много на Фейсбуке и так далее, они мне начали выяснять, что четко эти пули летали с другой стороны, и их убивали украинцы своих. Я тогда потерял большинство своих коллег, с которыми общался. И
И думаю, что сегодня говорить, что русский народ прекрасный, но только у них очень плохие люди у власти, то ну, это ерунда. Это только дурак может так говорить. Это не Путин, который стрелял, убивал людей в Буче или в других местах. Это русские или люди с паспортами России, потому что они тоже другие нации этой федерации. Но их отношение этого народа к другим, такие бандитские, это не только Кремль. 80% россиян поддерживает Путина. Говорят, Крым наш. Не хотят слышать о том, что русские солдаты изнасиловали украинские женщины. Я потерял всю симпатию, так можно сказать, всю, не знаю, я не могу сказать, что я их ненавижу, ну, потому что я их не ненавижу, я просто не таких чувств у меня не бывает, но дружиться с ними уже никогда не буду, потому что они оказались готовы к тому или убивать, или ну, принимать это как очевидность, да, как что это возможно, потому что это же хохлы, мы их можем убивать. Да. И это, но для меня, как я сказал сначала, у меня просто была такая хорошее отношение к российской культуре. Из дома я это внес. Я говорил по-русски. Поляки учились русского в школе с моего поколения, но это был такой народный спорт, чтобы получить там какой-то ступень, но не выучиться этого русского. Я учился, я говорил, я писал, но для меня это шок. То, что случилось с 2014 года, даже уже с 2008, когда они въехали в Грузию, но это оставило обломки с моей бывших чувств. Больше не можно ничего сказать в этом деле. Пан Михал, вот не кажется ли вам, кстати, я тоже посчастливилось мне лично знать Акуджаву, я пару раз с ним разговаривал у него дома, там, под Москвой. Он, конечно, его нельзя ни в чем обвинить, и очевидно, да, человек из-за крымских татар заступался, и, ну, нормальный был человек, да. Но и сейчас я в целом хочу свои мысли вам сказать и спросить ваше мнение. Вам не кажется, что вот эта русская культура вся, которую переводят, которую там учат в университетах и так далее, что она выступает таким щитом для Российской империи? Ну, то есть, вот они что-то делают, да, уничтожают очередной народ, Чечню, Грузию, войну, там-то, там-то. Но всегда на Западе и даже в Украине находились люди, которые говорили: слушайте, но это какие-то отдельные проявления. На самом деле, посмотрите, у этого народа есть Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов, там, не может такой народ быть плохим, потому что у него вот есть культура, балет, композиторы, Чайковский, такой, сякой, другой. Вот как нам сейчас и как вот интеллектуалам на Западе вообще это все отделить, разделить в голове, и чтобы люди понимали реальную угрозу, потому что если эти придут в Польшу или в Германию или куда угодно, они там будут относиться точно так же, как к украинцам в Буче или в Мариуполе. Потому что когда они видят, что им не сопротивляются, они просто уничтожают и все, да, и никакой литературы там, никакими там не будет пахнуть ни Толстыми, ни Чеховыми, а просто будет пахнуть кровью и смертью. Вот что это за такой коктейль, где есть красивый вид, а на самом деле внутри кровь? Знаете, в истории были уже очень похожие
моменты, когда была для моих родителей, например, думать о немцах, о германцах, Мгм. как о нормальных людях, у которых был Бетховен, у которых был Гете, у которых был Бах и так далее, у которых высокая наука и так далее, и так далее. И в то же самое время они так вели себя во время войны. Я думаю, что это очень похож случай с Россией на это, но с другой стороны, немцы успели измениться после этой деназификации, после 1945 года, она прошла по-настоящему. Нет другого так пацифистического народа, как немцы сегодня. У них они тоже соболезнуют с другими, но с другой стороны, они вообще слепые, Это потому точно. что они самые главные друзья России. Я думаю, что, надеюсь, что после войны это колониальная страна, которая является Россия, которая, ну, большая часть населения России – это народы, которые они просто наехали и взяли их суверенитет когда-то. Это колониальная империя. Если она распадется, пусть и распадается. Но то, что останется из России как уже одной страны славянской, скажем, если они пройдут таким же путем, каким пошли немцы после Второй войны, то, может быть, через несколько поколений у вас сосед будет абсолютно нормальным. Но это такая мечта, которая, когда я говорю, я уже думаю, что какой-то Пан, бред. пан Михал, я напомню, что это и у вас сосед тоже. Да, Да, между прочим, да. ну да, Вот, да. да. И знаете, что, ну, бог с ними, с россиян. Я просто, вы сравнили с немцами, я думал, когда вы говорили это, что у немцев нацизм был страшный, но все-таки болезнью, которая была во времени ограничена, с такого-то года по такой-то год, да. И Россия совершила столько геноцидов за свою историю. Я про Крым даже говорить не буду. Крым это геноцид в чистом виде. Они зачистили его полностью. Это Кавказ. Это, ну, то есть там геноцид за геноцидом просто шел. Никогда они ни за что не каялись. Всегда их, Голодомор. да, всегда их поэты говорили, что правильно Польшу давить, тот же Пушкин, там, Кавказ давить, тот же Лермонтов и все такое прочее. В общем, все это как-то вместе Достоевский о работало. Польше тоже так говорил. Да, Достоевский вообще знаменитость в этом плане. Зачем его изучают, я вообще не понимаю. Вот я не могу понять, зачем изучать Достоевского. Вот сколько раз пытался понять, не могу. Вот. Ну, то есть, я читал интересные книги, вот. Когда слышу концерт на скрипке Чайковского, меня очень приятно делается. Но что делать? Я могу с утра до ночи слушать Акуджаву, но это не меняет моего отношения к россиянам, сегодняшнего отношения. Я, конечно, у меня нет таких чувств к России, как у вас, потому что они убивают людей на вашей земле. Так что, ну, конечно, я не могу сказать, что у меня такие же чувства в их сторону, но точно соглашусь с вами, а не с Михником, который по сегодняшний день говорит, что надо разделить русскую культуру от русского шовинизма. Я не Вот знал, я не знал об он, этом. Ну, печально, что... Да. да, да, но я боюсь, что это просто культурный шовинизм. О боже.
Ну, да, это еще может быть такая некая элитарность, что вот есть элиты в каждой стране, интеллектуальные элиты, вот русская элита, она... На самом деле мы знаем, чем занимается русская элита, в общем-то и в целом ничем она не занимается, кроме зарабатывания себе денег и Вот. так далее, больше ничем, и выживанием, собственно. Но я хочу спросить, бог с ней, с элитой, с культурой, вот сейчас эта культура подкралась уже к Польше, и вертолеты залетели на территорию Польши, и вагнеровцы там, ну, по сути дела, это российские войска. Это как вот в Крыму говорили, что это зеленые человечки, это не мы, да? Так это же они тоже говорят, это не мы. И Путин несколько раз сказал, что это не государство, не государство. Но на самом деле все это абсолютно, конечно, российская армия, просто другое подразделение. Вот насколько серьезно, да, и плюс к этому, в тот же самый момент, когда вагнеровцы были туда переброшены там, или я не знаю как, депортированы, или что там, переселены, да, Лукашенко сказал, что они рвутся в Польшу. Значит, Путин сказал, что Польша создана, ну как про Украину, просто одно и то же, создана Советским Союзом, да, и Российской империей. Насколько серьезно польские политики и люди воспринимают такие угрозы, и что будет, если в действительности не только вертолеты залетят на 3 километра, хотя это много на 3 километра залететь, они знали, куда летели, точно, это 100%. Они Конечно, да. знали, что они над Польшей. Это проверяли Польшу, просто проверяли, да. Вот. Какие могут быть варианты развития событий, вот, связанных с таким поведением? Ну, по сути дела, Беларуси нет никакой. Ну, давайте честно говорить, это Россия. У вас Да, там. Это Россия, и эти вертолеты, у них красные звезды на бортах. Когда поляки это увидели в городе Беловежа, но они были в шоке. Да, конечно, этот залет этих двух вертолетов, это точно было сделано как провокация. Но я думаю, что э, не пойдет Путин на больше, чем такие трансграничные провокации, потому что э, это даже если бы не означало сразу реакцию НАТО, милитарную и удар какой-то, то, по крайней мере, доведет до того, что уже американцы, немцы и другие не будут стесняться доставлять Украине ракеты и самолеты, ракеты дальнего, как это говорится, Радиусы действия. да, Радиус. да, которые будут иметь возможность ударить даже Москву. Так что я думаю, что он знает, что такие ударить на натовскую территорию для него очень серьезная проблема, даже если не означает немедленного контрудара со стороны НАТО. Если, что касается того, что называется этот Сувальский коридор, Мгм. это между Белоруссией и Калининградом, Крулевцем, в Польше уже говорят, О, Крулевец. это очень правильно. Я вас Да, это было решено официально, что этот район называется обратно Крулевец и Крулевецкий район. Ну, я не думаю, что несколько тысяч солдат, которые просто взяли прямо с, с какой-то тюрьмы или из ГУЛАГов, их привезли, посадили в сапоги и повели на фронт, чтобы они успели перейти больше 1 километра. Их просто уничтожат, потому что там, ну, есть защита не только польской армии, а большой и современной техники со стороны НАТО. Так что большой милитарной угрозы нету, но есть игра Путина, для которого ситуация, когда есть большое напряжение, это его воздух, который он отдыхает, дышит. Да? Он может жить только в большом напряжении и выступать с позиции силы. Дело в том, что да, еще в январе прошлого года все боялись этого,
А сегодня мы знаем, что он говорит, но это на разговоре оканчивается. Я думаю, что план Путина, который знает, что делая такие вещи, такие провокации, может довести до роста напряжения тоже в Польше и тоже дает возможность польской власти показывать, какая она решительная и бодрая. Он знает, что через несколько недель в Польше будут выборы, и четко ему намного выгоднее иметь у власти в Польше антиевропейский право и справедливость, чем оппозицию, которая про Евросоюза. И думаю, что это такой способ вмешательства Путина в кампанию перед выборами в Польше для того, чтобы укрепить позицию сегодняшней власти, потому что когда она останется у власти, она будет вести свою антиевропейскую политику, антигерманскую. Кстати, такую политику, которая разбивает Евросоюз, как это уже очень сильно делает Орбан Но все-таки, Венгрии. пан Михаил, невозможно сравнивать Орбана с польскими властями, с любыми абсолютно, да, Ну это да, да, да. просто совсем уже Не, я не как, то. как, как пример деятельства. Так что то, что происходит, это политические вмешательства Путина в польские выборы, я бы так сказал. Вот интересно тогда, я аккуратно спрошу, скажите, а вот независимо от того, вот там, как изменится состав парламента, там, кто будет президентом и так далее, вот оппозиция польская, она будет, она проукраинская такая же, то есть у нас есть поддержка всего политического спектра Польши, нам можно не переживать за выборы, да, потому что, знаете, всегда неизвестность, она всегда, ну, немножко пугает, потому что то, с чем мы имеем дело, вы можете видеть недостатки польской власти, но мы видим, что она за нас, да, и за Украину, и как бы и беженцы, и все, и все, и все. Что там может быть дальше? Мы же не следим за внутренней политикой. Вот как в целом поляки как общество и польский политикум, он готов помогать Украине безусловно и до конца или нет? Я думаю, что зависит, какая будет конфигурация после выборов, потому что может очень не проблем, значит, без никаких сложностей может оказаться, что ПИС получит свое там 30-33%, и до этого дойдет около 20% для крайне правой партии Конфедерация. Мгм. И если они сделают коалицию и сделают, хотя говорят сейчас, что это невозможно, но они всегда, политики так говорят, если они сделают коалицию и будет правительство ПИС конфедерация, тогда плохо для Украины, потому что они националисты. Я думаю, что тот, что делает ПИС сейчас в сторону Украины, это просто, как это сказать, им выгодно по внутренней политике поддерживать Украину, потому что поляки очень хотят помочь украинцам, и это довели принятием этих всех беженцев. В Польше очень антирусские и проукраинские настроения населения. Тогда они не могут работать против Украины. Но я уже говорил об этом, что было до войны, когда после 2015-го, когда ПИС взял власть в Польше, и ушли те, которые сильно поддерживали Украину после Майдана, они, они националисты, и для них очень выгодно иметь врага у своих границ. Это очевидно в отношении к Германии и бывшему отношению
к Украине. Так что они, их международная политика очень сильно зависит от идеологических и внутренних нужд внутренней политики. Что касается оппозиции со стороны платформы обывательской и других партий, если бы они успели сделать коалицию после выборов в октябре, то вам ничего бояться. Они будут очень четко держаться того, что Польша сегодня делает, чтобы помогать Украине, причем будут настоящими и честными поддерживателями кандидатуры Украины в Евросоюз. Потому что я боюсь, это я уже говорил раньше, тот случай с вашим с украинским зерном показывает, что будет происходить, когда будут разговоры уже о конкретных условиях входа Украины в Евросоюз. Если будет у власти, Я понимаю, что вы имеете в виду, да. если останутся те, которые сейчас у власти, будут проблемы. Если будет оппозиция, то я думаю, что будет полная поддержка, потому что люди, которые там возглавляют международную политику, они понимают, что значит такой тандем, как Польша и Украина для остальной части Европы. Ну, там Но 80 лет. вообще говоря, это колоссальный плюс. И я думаю, что и оппозиция, и там и в ПИС, я думаю, есть люди, которые это все понимают. Ну, Конечно. да, что я думаю, что все-таки здоровые силы и в том, и в другой части политиков польского. Я знаю, как друг друга вас не любят эти силы. Я знаю, что очень сильно Польша политизирована внутри, да, но все-таки война есть война, и, ну, я не знаю, мне кажется, что тут я все-таки смотрю с оптимизмом, хотя мы начали со скандала, с этого. Но все-таки мне кажется, что здравый смысл, он победит и у власти, и у оппозиции, и все будет в итоге нормально. И последнее, что я хотел с вами обсудить, остается там 9 минут у нас, но это очень мне интересно, и мне интересно именно с польским интеллектуалом это обсудить. А скажите, а что вот делать с этой, с так называемой проблемой Бандеры? Вот это все время звучит, и даже война идет, и даже это опять Бандера, опять Бандера. Я с поляками разговаривал так иногда, я говорю, ну послушайте, ну, Бандера это человек, который защищал свой народ. Вот он вот положил всю жизнь, вся семья у него убита, у него вообще, ну посмотреть, вот он для украинцев он стопроцентный герой, да. Я не смотрю сейчас на него глазами поляков там или там немцев или кого-то еще, да, но он стопроцентный герой, потому что он все отдал, он ничего не оставил себе, да, полностью отдал свою жизнь, и все, что он мог отдать, он отдал Украине. И украинцы сейчас, ну, большинство подавляющее, конечно же, восхищается тем, что, за что Бандера воевал. То есть они видят, что это продолжение той войны, что он был тогда прав, что надо с русскими воевать, ну, и так далее, да. Но у Польши свои на это все взгляды. Вот во-первых, какой взгляд у польского общества на это, и во-вторых, что нам сделать, чтобы мы это можем выяснять, наверное, долго, но чтобы это нам не мешало жить просто. Это вот эта проблема Бандеры, вот эта, которая... Проблема нашего разговора сейчас такова, что я абсолютно с вами на 100% согласен в том, как относиться с Бандерой. Но я очень маленькая часть польского общества и думаю, что, ну, могу представить свое мнение по этому деле. Во-первых, что касается Волыни, потому что это Волынская область, и это то, что произошло там 80 лет тому назад, это, я думаю, что это не должно вводить нас за нос сегодня в наших отношениях. Это должно остаться за нами и довести до... Мы должны стремиться до того, чтобы дойти до таких отношений, как сегодня отношения между поляками и немцами, как отношения между евреями и немцами. Это было, все понимают, все помнят, но это было.
те люди, которые живут сегодня, должны заниматься тем, что происходит сегодня. И не забывая о том, что было, не позволять себе для того, чтобы это нас вело вперед. Потому что никуда нас это не заведет. Я думаю, что надо оставить, подсечь просто этот исторический багаж, оставить его специалистам, пусть они садут за столом и договорятся, как в будущем это делать. Например, немцы с поляками договорились о совместных текстах В школьных учебниках, да? да, да, Вот я хотел как раз сказать, да. да, 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 да. Если это было возможно с немцами, почему не с украинцами? Но надо сесть и честно это сделать, а не все время кричать, что с этим Бандерой вы не войдете в ЕС или жаловаться, что Зеленский не сделал специальных жестов, когда было 80-летие Волыни, что он ничего не сказал конкретного. Ну, да, это важно, чтобы он сказал, но это не самое важное. Надо, чтобы сели историки и политики исторические и просто договорились о том, компромисс повсюду нужен. И нужен самый важный для соседов, и таких больших соседов, и у которых наша судьба связана очень сильно этим несчастьем русским. Не нужно нам ссориться по поводу прошлого, и надо просто честно сказать о том, что сделал Бандера, что сделали другие, какие были их мотивации, и не приклаживать сегодняшних проблем до истории. Это называется исторический презентизм. Значит, сегодняшние счеты или думки относятся до того, что произошло 80 лет тому назад. Но это смысла не имеет и только вредит людям. Ну уж я думаю, что у поляков и немцев было точно больше поводов для Вот, претензий друг к другу. тем, Да. тем более, да. И мы вообще-то были в одной империи, в российской, очень долго, и, по-моему, Польша получила не меньше от Российской империи негатива, чем Украина, и там такое было, что вспоминать страшно, в принципе, все это. Вот. Я очень благодарен вам за то, что я очень хотел поговорить с поляком, которого я не знал до этого, тем более с вами, я слышал о вас много. Вот. И единственное, что последнее хочу вас спросить, пан Михаил, про Крым. Мы крымско-татарский телеканал, и каким вы видите развитие событий в Крыму, вокруг него? Чем все это закончится? Ну, думаю, что такая прямая атака на Крым, она исключена, потому что ну, мы видим, как россияне умеют защищаться. Но думаю, что если отсечь их от контакта с Россией, разбить мост крымский и разбить, там, но дойти до Азовского моря, их просто задавит там в Крыму, они уйдут в конце концов, потому что ну, другого выхода не будет. И вытеснить их оттуда таким способом. Я бывал 2 или 3 раза в Крыму в моей жизни. Я просто в восторге от того, как прекрасная страна это. И если есть еще татары, которые хотят вернуться в Крым, я очень сильно болею за вами.
Дякую вам, но не то, что есть. Мы есть и будем, и мы мечтаем о том. И те, кто там сейчас находится, нам пишут, звонят и говорят, что мы очень вас ждем, и мы все это прекрасно все понимаем, потому что Россия, где бы она ни находилась, это тупик и кровь, и смерть для всех вообще вокруг, да. И мы это знаем очень точно, не хуже, чем поляки и весь украинский народ, потому что, ну, это веками все продолжается, и когда-то это должно закончиться. Я надеюсь, что нашими совместными усилиями все это, на всем это будет поставлена точка, чтобы больше возрождения не было, потому что эта империя всегда возвращалась, вот, к сожалению, да. Давайте сделаем так, чтобы они не вернулись никогда. Дякую вам. С Да, нами был пан вы знаете, Михал. Да. знаете, еще была такая шутка в Польше. Говорили, да здравствует граница на Урале между Польшей и Китаем. Вот. Я не против. Я бы, не, вообще я и Китай тоже бы не хотел бы там видеть, но с Польшей все нормально, Я да. думаю, что русские должны очень четко смотреть на восток. И надеюсь, что это они будут этого бояться и придут к уму. Пан Михал Бронятовский был с нами, известный польский журналист, человек, который понимает, что происходит у нас, и с большим сочувствием относится к нам и с поддержкой. Дякую вам, пане Михайле. Спасибо большое. Дякую глядачам телеканалу АТР за те, що ви дивитеся нас і дивіться АТР далі.